2015 в России посвящен не только 70-летию Великой Победы, но и году литературы. В городах страны уже проходят всевозможные тематические мероприятия. Так, в удачном Мирнинского района прошел вечер, посвященный поэзии Роберта Рождественского. Все подробности далее. Он жил стихом, любил, дышал стихом. Поэт с библейской фамилией Рождественский. Большая часть произведений, написанных поэтом-песенником, посвящена Великой Отечественной войне, о которой он знал не понаслышке. Именно тогда 9-летний мальчик написал одни из своих первых строк, которые были пронизаны глубокой ненавистью к фашистам. Но мне подожди, говорит Ворошилов, учись, закаляйся, расти. Хотя мне сегодня 10-й лишь год, стрелять научусь я как надо. И пусть только Сталин мне скажет в поход, фашистам не будет пощады. Рано познав потерю близких, увидев нечеловеческую боль и страдания, которые принесла война, будущий поэт через всю свою жизнь проносит эту тему. Когда я писал «Реквием», я писал его и для этих 6, которые до сих пор глядят на меня с фотографиями. Писал и чувствовал свой долг перед ними. И еще что-то, может быть, вину. Хотя, конечно, виноваты мы только в том, что поздно родились и не успели участвовать в войне. А значит, должны жить, должны за себя и за них. Через произведение, музыку и живое восприятие режиссер-постановщик этого спектакля попыталась создать некую атмосферу общения с этим удивительным человеком. Сегодня поэзия Роберта Рождественского становится классикой, а песни, написанные на его стихи, остаются шлягерами на многие годы. В последнее время многие пытаются переписать историю нашей страны, по-другому донести до подрастающего поколения значимость исторических событий, отстранить молодежь от чтения классической литературы, на которой были воспитаны многие поколения. И чтобы не допустить этой ошибки, мы должны уже сегодня воспитывать определенные ценности в молодежи через подобные вечера, музыку и литературу.